18:00. Назрань. Рабочий день подходит к концу, и как раз в это время на свою вечернюю тренировку спешит боец смешанных единоборств Хамзат Аушев. Залог успеха – тяжелые, порой изнурительные тренировки. Ключ к победе – эффективность подготовки. Именно поэтому бойцы всегда стремятся совершенствоваться. Обладая прекрасными борцовскими навыками, Хамзат Аушев, тем не менее, любит радовать зрителей и своей очень хорошей ударной техникой. И для того, чтобы подойти к очередному турниру полностью готовым к любым неожиданностям, необходимо каждый день усиленно тренироваться. Для того, чтобы подготовка была более разнообразной и разносторонней, ингушские бойцы в последнее время практикуют тренировки в разных клубах. Это дает возможность более широкого выбора спарринг-партнеров и, что очень важно, повышать эффективность подготовки. В бойцовском клубе «Эрзи» Хамзат поддерживает свою форму и проводит основную часть подготовки к предстоящему бою. Как вы уже сказали, этот наш зал, Хамзат является тренером этого зала, Хамзат является, как бы сказать, лицом этого зала, да? Такой боец, который олицетворяет наш зал, наш клуб. Но он еще тренирует ребят по вольной борьбе, по грэпплингу, передает весь опыт, который он накопил за свою карьеру. Что можно сказать? Все, что необходимо ему для подготовки к его боям, к его стартам в этом зале все есть. Это лучший зал у нас в республике, так можно сказать. Как вы уже видите, есть клетка, где он может тренироваться и нарабатывать опыт работы в клетке. Как мы знаем, драться ему тоже в клетке. Для физической подготовки, чтобы физическую мощь свою набрать, то же самое, все необходимое есть. И штанги, и веса, и тренажеры, все есть. Ну и ребята наши известные тоже бойцы. Хамзат Долгиев, Алик Абугачиев, Хамзат Сакалов постоянно приезжают, постоянно присутствуют в зале, поддерживают, помогают, тренируются вместе с ним, работают под соперника. Иса Тангиев, тоже наш тренер по удару техник, всегда рядом, всегда помогает, всегда настраивает. Бойцовская карьера Аушева началась в 2008 году. До того, как оказаться в одном из крупнейших промоушен под названием ACA, Хамзат достаточно успешно бился в разных лигах и любительских турнирах по вольной борьбе и грэпплингу. Как правило, выходцы из этих видов спорта добиваются зачастую очень больших высот в ММА, что подтверждает пример Хамзата Аушева. Я занимался вольной борьбой, тренировался у Бембулата Аушева. 3 года там тренировался. После я поступил в Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма в Москве. Там я периодически выступал по рукопашным и по разным видам спорта. И вот в итоге в 2008 году мне предложили бой. Это такая была маленькая организация, никому неизвестная. Но там выступали ребята таких как Абдул Манапа, те, которые у него тренировались. Были там небольшие гонорары для студента, тем более. И вот в 2008 году в 2008-2009 году, в 2008 году основном я провел 2-3 боя. После было предложение переехать в город Ростов. Там уже в Ростове мы выступали за клуб «Пересвет». Там уже были наши ребята. Там был Мухаммад Аушев, Гасуан Исаев и еще многие другие ребята. Свой первый бой на профессиональной арене Хамзат Аушев провел в 2010 году. Лига Pro FC для многих бойцов России стала своего рода стартовой площадкой для дальнейшего успеха в ММА. Не стал исключением и Хамзат. Полная самоотдача, грамотная подготовка и желание порадовать публику сделали свое дело. Первая серьезная победа в рейдже была добыта за пределами родных стен. Даже мысль об этом приятна и по сей день. В 2010 году я бился в Ростовской области. У нас там была такая упорная борьба.
практически он был дзюдоистом, я вольником. И в упорном бою я выиграл. 2 раунда тогда всего лишь было, но я так выложился, после боя еле меня откачали. После боя я ничего не чувствовал, я уже ничего не помню. Там прошло несколько часов, я просыпаюсь, вижу, никого не осталось в зале. Последний поединок для Хамзата сложился весьма успешно. В очень интересном противостоянии наш земляк без особых проблем одолел Егора Голубцова, который считается одним из самых опытных бойцов лиги ACA. Последний поединок у меня я проводил в прошлом году в марте. Подготовку я провел здесь, в зале. Был очень в хорошей форме. Тоже в первом раунде, на 2-й минуте, по-моему, я уже закончил удушающим приемом. За 10 лет выступления на профессиональной арене наш боец провел 19 поединков, а серия из 11 побед подряд говорит о многом. В карьере Хамзата было очень много зрелищных противостояний, но многие любители смешанных единоборств особо отмечают победу Аушева на турнире «Битва в горах», где наш файтер одержал уверенную победу над опытнейшим бойцом из Бразилии. Битва в горах, атмосфера там такая плотная, там практически все наши земляки. И выступать на родном территории это сложнее, на мой взгляд. Да, было волнение. Я переборол, вышел, почувствовал. Когда заходишь в клетку или в речь, все сомнения, там, волнение, все отпадает назад. Ты видишь соперника, видишь его настроенный, который хочет тебя побить. Я должен был выступать тогда в Кипре, я помню. За 2-3 дня мне сказали, что турнир отменили тогда. И практически я был в отличной форме, потому что я готовился на тот же день, но в другом месте я должен был выступать. Сказали, что турнир отменили, там все такое, я пошел, поел от души, естественно, там все, что возможно. И позвонили за день, сказали, что Мястоев травмировался, там надо как-то найти соперника. Я согласился, естественно, но в промежуточном весе. В промежуточном весе я ничего там, я согнал 5-6 килограммов, но все равно он весил больше меня, бразилец, мощный был, крепкий. Просто я удачно попал в первом же минуте и этот момент не упустил. Задушил я черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Продолжая совершенствовать свои навыки борьбы, Аушев не забывает и об ударной технике. Не всегда на канвасе удается достичь желаемого результата. Поэтому, если можно решить дело несколькими точными попаданиями в стойке, почему бы этим не воспользоваться? Подготовкой ударной техники Хамзата занимается Иса Тангиев.
Хамзат находится в нормальной форме сейчас. У нас идет подготовка сейчас к предстоящему бою. Он остался месяц ровно. Ну, готовимся как обычно, ничего нового. Один день работаем ударной техникой, второй день работаем борьба, грэпплинг и плюс там кроссфит и такие физические тяжелые упражнения на физику. Для ММА у него нормальная ударка. Ну, конечно, есть над чем работать. Это у каждого бойца, на каком бы уровне боец не был, у него всегда есть какие-то минусы, есть то, над чем работать. Это у любого спортсмена, будь он даже олимпийским чемпионом, любой. У него есть какие-то там минусы свои, плюсы там. А в целом ударная нормально, но есть над чем работать. Мы работаем. Но соперник у него вольник, борец, крепкий такой, физически хороший. Ну, мы, конечно, ждем победы. Мы надеемся выиграть бой. У Хамзата есть все для этого. У нас есть мы считаем, у нас есть превосходство перед этим спортсменом, так как мы считаем, у Хамзата, мне кажется, и грэпплинг на другом уровне, чем у него. Ну, там бой покажет, пока готовимся, делаем все возможное, чтобы выиграть бой. Если есть борцовская база, ударная техника, но нет выносливости, бойцу нет никакого смысла выходить в октагон. Каждый, кто понимает это, занимается помимо обычных тренировок и кроссфитом. Недалек тот день, когда Аушев проведет свой титульный бой. Тогда выносливость в чемпионском раунде сыграет решающую роль. Хотелось бы еще сказать, что Хамзат легких путей тоже не ищет. Всегда просит, всегда хочет сильнейших соперников. Недавно, буквально 2-3 месяца назад, мы просили экс-чемпиона Беллатора, тоже выступает в лиге, в которой сейчас дерется Хамзат. Экс-чемпиона Беллатора просили лучших соперников. Не знаю почему, но как-то тоже не сложилось. Я думаю, что через бой, через два, реально мы можем рассчитывать на титульный бой. Нам бы хотелось этого, если честно. Нам бы очень этого хотелось, потому что уже и опыт, и науки, и все для этого у нас есть. И мы реально можем забрать этот пояс и привести его к нам в республику, в клуб для всех нас. Уже 6 марта Хамзат Аушев проведет свой очередной поединок в рамках лиги ACA в городе Алмата. В предстоящем противостоянии против нашего земляка в рейдж выйдет один из самых опытных бойцов Артем Резников, имеющий за плечами 20 побед и 6 поражений. Предстоящий поединок у меня 6 марта. Про соперника что я могу сказать? Мощный физический борец.
который любит бороться. И топовый боец в организации, входит в десятку лучших бойцов в организации. Бой будет проходиться в Алмате. В Алмате с публикой мы уже знакомы. Я там проводил бой. Там очень много наших, которые проживают на территории Казахстана. Там мощная поддержка была. Я думаю, интересный бой получится. Встреча двух файтеров, обладающими прекрасными борцовскими навыками, обещает быть одной из самых зрелищных в турнире ACA. Ваха, ты как выходец из школы вольной борьбы, вот что можешь сказать про борьбу и грэпплинг Хамзата? Ну, я скажу так, что Хамзат является базовым борцом вольного стиля, является мастером спорта по вольной борьбе, победитель и призер всероссийских соревнований, был чемпионом Москвы, чемпионом Республики Ингушетия, чемпионом мастерских турниров, состоял в сборной команде города Москвы. Я думаю, что борьба на очень хорошем уровне. Также у него грэпплинг на хорошем, высоком уровне. Хамзат является без привлечения в своей весовой категории одним из лучших и грэпплеров, и борцов своей весовой категории. Вот насколько мы знаем, Ваха в предстоящем бою против Хамзата уйдет очень сильный соперник, да, очень опытный и сильный соперник, обладает очень хорошей борьбой. Вот что ты можешь сказать про соперника и что ты лично для себя ожидаешь от предстоящего боя? Я скажу так, что Артем Резников является тоже базовым вольным борцом, состоял в юниорской сборной команды Казахстана, представлял Казахстан на международных соревнованиях. Да, я скажу так, что хороший борец. Но если сравнивать базовую борьбу, они я считаю, на одном уровне. Но если сравнивать грэпплинг, да, который мы понимаем, что грэпплинг является одной из таких немаловажных факторов, да, именно в ММА, то Хамзата уровень намного выше. Бой будет очень зрелищным, конкурентами. Я думаю, что для болельщиков очень такой будет интересный бой уже в инстаграмах. То есть ведется дискуссия, болельщики обсуждают, кто из них выиграет. Казахстанские болельщики, понятное дело, поддерживают своего спортсмена. Мы, ингушские болельщики и российские болельщики, которые знают Хамзата, потому что Хамзат очень давно выступает по ММА и очень на хороших позициях стоит в нашем ММА российском. Я думаю, что будет очень интересно. В каждом поединке Хамзат Таушев выкладывается на 100% и старается порадовать свою республику. Именно такими словами характеризует Хамзат и его друзья.
Хамзата я знаю довольно давно, еще с его такой, любительской карьеры. Наблюдал за ним, когда еще были маленькими, наблюдал, как он еще боролся, когда в вольной борьбе. Потом уже в ММА тоже наблюдали, смотрели, переживали за него всегда, как он борется, как он дерется. Но сейчас уже, как мы видим, Хамзат уже стал такой, уже как топовый боец. И в любой лиге мира, я думаю, не затерялся бы. И каждый день тренируется, готовится, отдается весь своему делу, работает, тренируется. Хамзат недавно бой сорвался, тоже мы ждали бой, но так получилось, что небольшая такая инфекция повлияла на вес, на процесс подготовки. Не получилось с весом, но я думаю, это к лучшему. Все, что не случается, все к лучшему. Сейчас тоже хороший, сильный боец. По стилю тоже акцент на вольную борьбу делает, там грэпплинг тоже, соперник у него такой же. Я думаю, по стилистике Хамзату будет как-то чуть-чуть легче, чем соперник, которому он должен драться. Я думаю, получится хороший бой. Тоже, когда я первый раз увидел того бойца, тоже подумал, вряд ли этот боец дерется на эти 70 килограмм в полулегком весе, но вес гоняет, вес делает. И Хамзат тоже, я надеюсь, в этот раз тоже все нормально пройдет, тоже сделает вес. Я думаю, что бой пройдет, как сказать, не знаю, как он пройдет, но и если вы наблюдали за боями Хамзата, то мы знаем, что он проходит или очень быстро, или он заканчивает там болевым, или нокаутом, или удушающими приемами. От тренера и, конечно же, от самого спортсмена зависит, насколько хорошо он будет подготовлен. Со стороны Хамзата Аушева вся необходимая работа, несомненно, будет проделана. Остается дождаться турнира. Уверен, что там ингурские болельщики покажут, как нужно поддержать своего бойца. А Хамзат в очередной раз обрадует сердца поклонников силовых единоборств. Есть немного, что осталось согнать, а так держи себя в диете. Есть время еще. Болельщикам хотел бы я сказать спасибо в первую очередь за поддержку, за переживания. Я постараюсь обрадовать их.